вопросов народа Туркменистана президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. За последние 33 года диктатуры в Туркменистане, начиная с 1991 года, власть страны ни разу не отчиталась перед своим народом. Хотя обязана. С момента обретения независимости Туркменистаном и до настоящего времени страной управляли два президента – Сапармурат Ниязов и Гурбангулы Бердымухамедов, которые установили жесткий авторитарный режим. Во время правления третьего президента Туркменистана, сына Гурбангулы Бердымухамедова, Сердара Бердымухамедова, в условиях тотального контроля и подавления любых форм инакомыслия в стране продолжает процветать коррупция и воровство бюджетных средств. Начнем с того, что Сапармурат Ниязов, известный также как Туркменбаши, основал культ личности, потратив миллионы долларов на памятники и личные проекты, включая строительство грандиозных дворцов и золотых статуй в свою честь. После его смерти Гурбангулы Бердымухамедов продолжил авторитарное правление, также создавая культ личности и строя дорогостоящие объекты, многие из которых не имеют практического значения для населения. Системная коррупция и воровство государственных средств стали обычным делом. По данным международных организаций, значительные суммы из государственного бюджета регулярно присваиваются чиновниками высшего звена, что серьезно подрывает экономическое развитие страны и приводит к бедности среди населения. В частности, средства, предназначенные для социальных программ и инфраструктурных проектов, часто оказываются на счетах за рубежом, принадлежащих высшим должностным лицам и их семьям. А большинство людей в Туркменистане тем временем сталкиваются с постоянными экономическими трудностями, нехваткой продовольствия и лекарств, высоким уровнем безработицы и инфляции. Власти, вместо того, чтобы решать все эти социально-экономические проблемы населения, продолжают ограничивать свободу слова и подавлять любые попытки граждан выразить недовольство или потребовать отчетности. И вот сейчас, наконец, на основании статьи 3, 4, 5, 8, 68 и 71 пункта 11 Конституции Туркменистана мы, народ Туркменистана, требуем от действующего президента страны Сердара Бердымухамедова впервые в жизни осмелиться и выйти к людям и ответить на накопившиеся вопросы граждан. Мы имеем законное право знать и требовать правду, ибо, ссылаясь на главный закон Конституцию Туркменистана, именно народ является единственным источником государственной власти. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно или через представительные органы. И никакая часть народа, и ни одна организация или отдельные лица не вправе присвоить власть в государстве. Но это согласно закону. А фактически вы, господин президент, и ваши предшественники перекрутили закон в угоду только себе, а людям закрыли рот, уши и глаза, дабы страхом подчинить себе народ. Сейчас же пришло время ответить на все вопросы ваших соотечественников. Итак, вопрос первый. В течение 33 лет независимости Туркменистан продал на экспорт природных ресурсов на сумму более 150 миллиардов долларов США. Это 5 триллионов манат. Но почему тогда уровень нашей жизни так и не изменился? Мы как получали в 1991 году 100 долларов заработной платы, так и сейчас получаем 100 долларов заработной платы или 2000 манат. Куда делись вырученные средства от продажи наших природных ресурсов на более 150 миллиардов долларов США? И почему туркменский народ ничего с реализацией этих ресурсов не получил? Второй вопрос. Почему за 33 года независимости Туркменистана заработная плата президента увеличивается с каждым годом и сегодня составляет 12 тысяч долларов США в месяц или 240 тысяч манат, а заработная плата простых граждан, простых профессий за 33 года так и не увеличилась? Мы как получали 2000 манат в месяц, так и получаем. Кроме того, почему президент Туркменистана получает заработную плату в долларах США, что противоречит закону? А народ Туркменистана получает зарплату в туркменских манатах. Почему нарушены статьи 25, 26, 27, 28 Конституции Туркменистана? Вопрос номер 3. Уважаемый господин президент, почему за 33 года независимости Туркменистана, несмотря на проводимые индексации пенсий в стране, остаются на уровне около 30 долларов США или 600 манат? Почему на протяжении многих лет не решаете проблему низких пенсий и не обеспечиваете гарантированный достойный уровень жизни для пенсионеров?
Ведь 600 манатов – это самая низкая пенсия среди стран Центральной Азии. Разве пенсионерам в Туркменистане можно прожить на $30 США в месяц? Почему власть страны нарушает статьи 5, 13 и 54 Конституции Туркменистана, в которых четко сказано, что Туркменистан является государством, гарантирующим социальную защищенность каждого человека, что государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает устойчивое развитие на благо всего народа, и что граждане имеют право на социальное обеспечение по возрасту. В случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы и по иным законным основаниям. И согласно закону, молодым семьям, многодетным детям, лишившимся родителей, ветеранам и лицам, утратившимся здоровье, при защите государственных или общественных интересов предоставляется дополнительная поддержка и льготы из государственных и общественных средств. Но так ли это на практике? Незащищенные слои населения едва выживают. Кроме того, власть регулярно нарушает статью закона Туркменистана об утверждении и введении в действие Кодекса Туркменистана о социальной защите населения, в которой четко сказано, что государство по пенсионному обеспечению гарантирует индексацию размеров выплачиваемых пенсий, назначенных по распределительной и условно-накопительной пенсионной системе. А фактически все осталось без изменений. Вопрос четвертый. Почему наше конституционное право на свободный доступ к информации у нас отняли? Господин президент, почему по вашему личному указанию запрещены использование всех возможностей получения свободной информации через сеть интернет и даже свободные СМИ? Почему, будучи гарантом нашей Конституции, вы нарушаете наши конституционные права на получение свободной информации? Почему нарушена статья 42 Конституции Туркменистана? Там же четко указано, что каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, не запрещенным законом, за исключением содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну. А по факту даже в таких простых вещах запрет и полная изоляция от внешнего мира. Вопрос номер 5. Почему с каждым годом Туркменистан вводит различные визы с зарубежными странами, усложняя таким образом выезд из Туркменистана наших граждан? Почему наша страна изолируется от внешнего мира и не развивается в ногу со временем? Почему внутри Туркменистана гражданам страны из разных вилаятов, областей нельзя приезжать в столицу Ашхабад? Почему вы, как президент, дали указание не пускать граждан Туркменистана, проживающих в Ташаутской, Марыйской, Балканской, Ливапской областях, в столицу Туркменистана, город Ашхабад? Они разве не граждане Туркменистана, имеющие право на внутреннюю миграцию или туризм? Почему таким образом нарушают статьи 26, 27, 28 и особенно статья 39 Конституции Туркменистана? Вопрос номер 6. Почему вы, господин президент, не разрешаете в Туркменистане зарегистрировать свободную партию? Почему зарегистрированные партии являются клонами, которые поддерживают только вас? Почему нарушаются статьи закона 17, 42, 43 и 44 Конституции Туркменистана? Почему за регистрацию партии или за нелояльное мнение действующей власти гражданин по надуманным статьям приговаривают к разным срокам тюремного заключения? Почему из так называемых заключенных по политическим мотивам почти никто не попадает в списки амнистированных? Вопрос номер 7. Почему в Туркменистане религиозные люди преследуются? Почему хранение Корана в домах Туркменистана является преступлением? Почему вы посадили в тюрьму или изгнали тех мусульман, которые не лояльны и не поддерживают вашу действующую политику? Почему нарушаются статьи 18 и 41 Конституции Туркменистана? Ответьте на эти вопросы. Вопрос номер 8. Почему в тюрьмах Туркменистана находится много незаконно осужденных? Тех, чья вина не доказана, и тех, у кого статья УДО, условно-досрочное освобождение. Согласно очередному докладу World Prison Brief, в Туркменистане 570 заключенных на каждые 100 тысяч населения страны. Это третий показатель по численности в мире. Если учесть то, что в Туркменистане проживает всего лишь 4 миллиона человек, вместо заявленных 6,5 миллионов человек, то, следовательно, Туркменистан по показателям заключенных
на 100 тысяч человек пребывает на первом месте в мире. Соответственно, почему в Туркменистане очень мало оправдательных переговоров? Не допускаются независимые частные адвокаты подозреваемым. А за употребление обычного традиционного насвая граждан Туркменистана приговаривают к 5 годам лишения свободы. Разве это не обычное административное нарушение? Почему нарушаются статьи 31, 32, 33, 34, 35, 36 Конституции Туркменистана? Вопрос номер 9. Почему в Туркменистане большая безработица? И она составляет более 50%. В Туркменистане не создаются новые рабочие места. И эту страну вынужденно покидают высококвалифицированные специалисты с целью поиска работы в других странах. Почему для того, чтобы прокормить свою семью, 45% населения Туркменистана вынуждены покинуть свою родину и работать нелегально за границей в качестве трудовых мигрантов? При этом ни одно туркменское посольство за рубежом не помогает им в их легализации, не меняет им паспорта, не помогают получить медицинскую страховку. Почему сотрудники посольства Туркменистана в Турции, России и в Европе вместо того, чтобы помогать своим соотечественникам, а наоборот преследуют их за рубежом? При этом вы, господин президент, запретили менять паспорта в посольствах и консульствах Туркменистана, заставляя наших граждан возвращаться на родину и делать документы повторно там. Почему в Туркменистане для замены паспорта и выезда из страны нужно обязательно платить в различные инстанции взятку в размере до $3000 США? Разве это не масштабная коррупция с участием сотрудников миграционной службы, национальной безопасности, полиции и Министерства иностранных дел? Согласно статье 91 Конституции Туркменистана, вы являетесь председателем Кабинета министров Туркменистана. Если вам не удается создать для людей рабочие места внутри страны, перешагнув порог безработицы в половину, значит, вы довели экономику Туркменистана до высочайшего кризиса. Значит, вы, как премьер-министр и руководитель Кабинета министров, не справились со своей работой и должны покинуть занимаемую должность. Да, даже мы, простой народ, видим в миграционных вопросах некомпетентность и нарушение статьи 10.91 Конституции Туркменистана, статьи 3 Закона о миграции Туркменистана и статьи 5 Венской конвенции о консульских отношениях от 24 апреля 1963 года, которую подписал Туркменистан. 10-й вопрос. Почему граждане Туркменистана, имея право на получение бесплатных медицинских услуг, обязаны платить огромные взятки чиновникам, врачам и так далее? Почему нет должного медицинского обеспечения всей сферы медицины? Либо все медикаменты платные и доступные не всем. Вопрос 11. Туркменистан погряз в коррупции по вашей вине. Ибо чиновники, которых вы взяли на работу, занимаются масштабным взяточеством. Почему чиновники, то есть слуги народа, вводят все запреты на все и всегда ссылаются на вас? Почему чиновники говорят, что все запреты это прямое устное указание президента Туркменистана? Почему вы, будучи гарантом Конституции, не ведете борьбу с коррупцией, а даже наоборот, сами своими устными указами создаете условия для коррупции? Почему Туркменистан, согласно индексу восприятия коррупции, занимает 170 место из возможных 180? Почему, чтобы стать чиновником, надо обязательно заплатить взятку в огромных размерах? Почему администрация президента и сотрудники Кабинета министров продают государственные должности с расценкой, как в магазинах? Почему в Туркменистане государственные чиновники получают от 2000 манат до 5000 манат? То есть от $100 до $250. Разве эти маленькие доходы не становятся поводом заниматься коррупцией? Если вы не будете бороться с коррупцией, то естественно и ваши чиновники с низкими заработными платами не будут вести борьбу против этого. Ведь согласно Конституции Туркменистана, именно вы являетесь гарантом справедливости, порядка, наших прав и всех законов Туркменистана. Вопрос 12. Почему с каждым годом население Туркменистана уменьшается? Почему в Туркменистане реально проживает не более 4 миллиона граждан, а Туркменистан везде декларирует иную цифру, около 6,5 миллионов человек? Где же эти 2,5 миллиона человек? Покажите их нам. Почему реальные статистические данные о социально-экономическом состоянии страны не обнародуются? Почему все макро- и микроэкономические показатели Туркменистан скрывает? Почему в предоставленные Туркменистаном статистические данные многие международные организации не верят и вообще перестали этими данными пользоваться? Сколько можно обманывать весь мир? И когда уже прекратится ложь
о реальной ситуации в Туркменистане. Вопрос 13. Почему с момента образования в 1991 году государства Туркменистан в стране нет свободной конвертации туркменского маната? Почему Туркменистан за 33 года своей независимости не смог укрепить свою национальную валюту? Основным местом для обмена туркменского маната на доллары является черный рынок с разницей в более 570%. То есть официальный курс доллара составляет за 1 доллар дается 3,5 маната, а на черном рынке курс обмена составляет 1 доллар 20 манат. Почему за 33 года независимости Туркменистана национальная валюта туркменский манат свободно не конвертируется? Вопрос 14. Господин президент, за что вас, ваш папа, национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, наградил медалью Героя Туркменистана? За 2 года своего президентства какой именно героический поступок вы совершили? Объясните нам. На самом деле, за 2 года своего президентства вы привели нашу страну в глубочайший политический, экономический и социальный кризис. За последние 33 года Туркменистан полностью потерял свой авторитет на международной арене. Туркменистан ассоциируется как страна с самым жестоким авторитарным режимом. И вы за 2 года не подняли авторитет Туркменистана, а наоборот, еще больше его снизили. Разве это не провалы во внешней и внутренней политике, которую вы ведете? Во внешней политике нашу страну, которая находится под вашим управлением, ассоциируется как страна с огромной коррупцией и авторитарным режимом правления. Разве это не провалы во внешней политике? 15 вопрос. Почему в Туркменистане не работает адвокатская система юридической помощи гражданам для защиты их прав и свобод? Почему предоставляемые государством адвокаты не защищают подозреваемого, а наоборот предлагают ему признать свою вину? Почему устоявшаяся в Туркменистане адвокатская система не содействует обеспечению и укреплению законности в обществе, а наоборот вынуждена закрывать глаза на незаконность принятия решений и на несправедливость судей? Когда наконец-то заработает закон Туркменистана об адвокатуре и адвокатской деятельности? Когда согласно этому закону у адвокатов появится право защищать в суде законность и справедливость? Почему гражданским и общественным активистам не допускают независимых частных адвокатов? Почему в Туркменистане адвокаты не могут свободно и независимо от государства практиковать свою деятельность? Почему на адвокатов оказывается унизительное давление со стороны правоохранительных органов? Когда наконец-то адвокаты в Туркменистане получат от государства статус и защиту? Разве без статуса и гарантии государственной безопасности можно быть независимым адвокатом? Почему нарушаются статьи 4, 9 и 14 закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане? Почему нарушается Конституция Туркменистана? Вопрос 16. Почему, обладая достаточными энергетическими ресурсами, Туркменистан не развивается, не создаются рабочие места и не строятся заводы, а наоборот страна превращается в сырьевую базу для многих стран, у которых экономика развивается? Почему Туркменистан превратился в бензоколонку по продаже нефти и газа? Почему Туркменистан не экспортирует готовую продукцию, а продает сырье? Почему страна распродает природные ресурсы вместо глубокой ее переработки? Разве это не показатель полного провала вашей программы социально-экономического развития Туркменистана? Вопрос 17. Почему в Туркменистане не созданы условия для проживания граждан в вилаятах, то есть в областях, в этрапах, то есть в районах? Почему в вилаятах и этрапах состояние дорог и коммуникация в ужасном состоянии? Почему дороги, мосты, каналы, реки, посевные озера вот уже 30 года не ремонтируются и не чистятся? Как вы знаете, господин президент, в Туркменистане 60% граждан проживают в сельской местности. Почему вы не инвестируете средства в сельскую местность? Почему в сельской местности не строятся ни поликлиники, ни больницы, ни детские сады, ни школы, ни дома культуры, не ремонтируются дороги, мосты, не очищаются каналы, не проводится в дома газ, действующие электрокоммуникации постоянно выходят из строя? Почему ваш отец, так называемый национальный лидер Аркадах Гурбангулы Бердымухамедов, без спроса у народа строит свой персональный город Аркадах, на строительство которого уже потрачено более 5 миллиардов долларов США бюджетных средств? Вопрос 18. Как вы знаете, больше 1,5 миллиона граждан Туркменистана вынуждены работать трудовыми мигрантами за рубежом. Почему посольства, дипломатические консульства, находящиеся за границей, не помогают попавшим в беду нашим гражданам, а наоборот
они их преследуют. Некоторые граждане за рубежом попадают в аварию или в несчастный случай, или же умирают от болезни. Почему вы запрещаете гражданам для захоронения умерших тел своих родственников ввозить в Туркменистан? Вопрос 19. Почему в Туркменистане существует массовая коррупция в сфере образования? Например, чтобы поступить в высшее учебное заведение, требуется взятка в размере от 50 до 150 тысяч долларов США в зависимости от учебного заведения. Почему обычный талантливый человек с хорошими знаниями не может свободно поступить в высшее учебное заведение? Почему учителя и профессора получают заработную плату в размере от 100 до 150 долларов США по курсу в манатах? Разве на эти средства возможно достойно прожить? Господин президент, представляете ли вы себе то, что государство, не оплачивая по достоинству труд учителям и профессорам, вынуждает их брать взятки, после чего общий уровень образования учеников и студентов падает? Почему нарушается статья 55 Конституции Туркменистана? Почему гражданин Туркменистана, получивший образование за рубежом, например, в России или в Турции, для подтверждения своего диплома обязан платить взятку сотрудникам Министерства образования в размере до 10 тысяч долларов США? Почему об этом все знают и никто с этим не борется? 20 вопрос. Почему в Туркменистане, согласно статье 96 Конституции Туркменистана, судебная власть не принадлежит судам и нет независимых судей? Почему в суде Туркменистана невозможно добиться справедливого суда? Почему в Туркменистане не работает судебная система на благо людей, а работает на благо только президента?